Чайки, чайки. Ну какая крупная. Есть, да? Ну, тут есть, ага. Смотри. Они, он видишь, хлебушек кидает. Смотри, что-то выронил. Хлеб. Наша Якутия родная. Приезжаем от Якутска. Ну? Вон 202, 203 микрорайоны. Нет, след. Вон они, видишь, пасутся. Прикольно. Они вообще садятся на воду, да? Но. Это же наливник. Ну, здорово. Темные улицы покрывал туман. Здесь единицы, кто предана. Катится медленно, катаный клан. Раздается музыка, музыка по дворам. Еду по... Ну вот и все. Сейчас стартанем как. Сейчас до Качиказа там покушаем. Потом. Пообедаем, да? Ну, Или позавтракаем. и топнем как дальняя дорога. Красота. Правда, да, такая? Вот и асфальт. Вот и дорога. Оп, нет, не пистяк. Чисто трасса, да? Выехали на федеральную трассу Нерюнгри. Едем до Нерюнгри. До Нерюнгри примерно нам 800 километров. И Алдан проедем, в Алдане заправимся. Потом что? В принципе, бака нам до Алдана точно должно хватить. Все нормально. Пиво еще много. А.
красивая, погода что-то не очень. Кафешка Качеканцев беспонтовая. Вот именно рядом с ДСРом вообще беспонтовая кафешка вообще. Кто будет ехать, туда не заезжайте. Там Советую. да. Есть дальше кафешки вроде там поинтереснее будет, но посмотрим. Дорога вообще красота, конечно. Дорога хорошая. Пока что. Сам ремонты будут, наверное, скорее всего, спереди. Чуть дальше, да? Карри в Исландии. Тут медведи могут быть. Медведи, да. Красивый. Четко, да? Вообще ты чё? Кайфно. Я люблю такие места, где никого нет вообще. Да-да-да, охуенно, да? Мы приехали в Амгу. Такая речка светлая вообще. Чистая, просто четкая. Вода вообще теплая, прикинь. Сейчас зальем бачок. Да поедем. Бачок залит. Полный? Полный. Вообще, да? Ну почти. Чуть-чуть и подел. Давай пятиху наберем. Вода вообще четкая. Вот здесь вот, смотри, глубина мощная. Да, я бы сейчас искупался даже. Вообще смело может купаться. Ну. Красиво, конечно, речка красивая. Камни бы этого не уебаться в воду еще. Вода, смотри, ебать. Смотри. Че, чисто ганж? Да. Ну. Так, грязь поламутишь. Да нет, тут камни же ебаные чисто. Ну. Так еще и... Это что-то написано, прикинь, на горах. Смотри, Блин, красиво. Прикинь, сколько тут отсыпали. Ну, Там, смотри, просеку вырубали. Замучаясь сыпать такую гору. Прикольно, да? короче, мы доехали до заправки Туймада. Да, Жека? А? До Туймады доехали, да? Ну. Портануло нам. Четко. Сейчас заправимся и дальше полетим. Осталось немного. Наконец-то мы 95-й на ставил. заправочке. Мы рады. Я Это сделал. нашей автозаправочной станции. Первым? Вы выбрали АИ-92. Вот там нихуя, вот тебе мост и дальше куда-то поворачивать. Ну, Вот тут уже более, понял, цивилизация какая-то есть. Мы уже сколько болтаний будет. Через 500 метров еще одна заправка и перекусить можно. Обгоняй его. Нивер.
А, о, нормально. Оп, что такое это? Что за здание? Комод, ёп. Тумот? Да. Поселочек маленький, Екатит называется. Городского типа. Городского типа. По-моему, вообще деревня. Ну вон там каменные дома же стоят. Я вот зимой проезжал тут в Екатит. Тут вообще все в снегу было. Зимой красиво тут, конечно. Зимой, я когда проезжал, вообще тема. Людмила магазин есть даже. Магазинчики, ну так, видишь, как деревня маленькая, заброшенная. Так, тут вообще много людей. Все, Екатит кончился. А камеры нет. Камеры еще есть. Мобильные комплексы. Я какие? Смотри, речка какая-то. Это ну там вон кто-то рыбачит стоит. Вон. что нет, это вдалеке. это горная речка. Хрена прикольно. Вон двое. Красиво. Вот проезжаем Алдан, походу. Подъезжаем к Алдану. Время у нас 6 часов 08, мы уже в Алдане практически. Выехали мы во сколько? 10 где-то, да? Да, где-то в 10. Не, ну, с парома. подожди, это с парома. А так-то мы вообще к обеду в Качекатце только были. В час мы были в Качекатце. За 6 часов мы до Алдана доехали. Ну так обычно и есть. За 5 это 5-6 часов. Мы еще и останавливались, да? В Амге, считай, останавливались. Ой, на речке Амга посмотрели. Ну какие деревья здоровые. Капец, да? Высокие они. Природа совсем другая. Красота. Дальше будет еще лучше, интереснее. Там вообще другая природа. Амурка это вообще другая природа. Красиво, конечно, вообще. Среди лета выбраться вот так вот в Приморье, это вообще красота. Тут надо посигналить. Да. Алдан, Алдан. Надо было монетку оставить, да? Ну да. Да, нам надо мчать. Нам надо сегодня в Нерингре быть. Вот в Нерингре остановимся по-любому. Ну, так прикольно, конечно. Ну, ладно, пусть постоит камера, сейчас мы проедем Алдан. Ярким пламенем. Я пленником себя считал в ее объятиях. А юность называл проклятием. Энергетика освежает, да? Холодный. А? Бодрит жестко вообще. Нас бодрит. Красиво. Это снег, что ли, или вода? Да, снег. Да? Снег, он никогда тут не тает. Прохладно, смотри. Все дубак, да? Тоже снег справа? Да. Да, Дында. Дынду проезжаем. Сейчас вот этот проедет. Старое какое-то здание еще, да? Но... Тут так-то цивильно, смотри как. Автосервисы, шиномонтажки, чё кого, да? Магазины, не магазины, заправки, не заправки. А тут все есть вообще. Ты считай. Светофоры, да. Вон еще одни автозапчасти, форсаж.
Заправка скоро будет. Да, вообще уже вон центр походу, да. Меркурий какой-то. Вот это что ли? Заправка. Тындынская НК. Ну, она что-то не работает. Что ли? Да? Почему не работает? Работает? А по-любому дальше нормально есть, нет? Ну, конечно, должны быть. Там он даже Бристоль стоит, типа. Должны Вот, быть заправки. это вообще центр цепи, да? Короче, сейчас по своей этой поедем. With you, I'm feeling alive. Вот стоим, чуть-чуть не доехали до Белогорска. Красота вот такая вот неописуемая. Все круто. Сейчас топнем дальше в путь дорогу. Вот проезжаем Хабаровский край. Хабаровск едем уже. Скоро Белогорск будем проезжать. Что там еще, где города? Зея будет этот, как его, Новобурейск. Что-нибудь поснимаем. Новобурейск красивый, кстати. Там есть дамба. Природа совсем другая. Смотри, какая природа красивая, да? Все зеленое. Все пустое какое-то. Растительность просто вообще другая. Мост туда. Красота, да? Какая конструкция такая. Заводик какой-то. Ну все, отдохнули мы вот в такой гостинице. Гостиница так себе. В плане того, что тут нету интернета. А так, в принципе, нормально отдохнули. Все хорошо. Ну что, попрям потихонечку. Ну, надо ехать. Музыку настроим и поедем. Конечно, много близко. Вон плотина, видишь? Речка мощная, да? Красивая. Это Зе, по-моему, называется. Или Бурея. Бурея, по-моему. Блин, тут бы порыбачить вообще. Резиночку бы сбросить, да? И как пошел. Она, короче, втекает, знаешь, куда? В наше Талаканское, вот этот, месторождение. Талакан. Талакан? Талакан, да. Знаменитое очень. Там золото, по-моему, добывает. Талаканское или что-то такое. Красивое место. Тут вообще классно. И жить прикольно, наверное, по-любому. Здесь потому что природа. Рыбу ловить можно офигенно. Смотри, как густо, да? Красиво вообще. Да, люди тут живут, кайфуют, конечно. В доме где не взял, кайфуют просто. Хабаровск рядом, все рядом. Владивосток рядом. Короче, До Хабаровска 77 километров у нас осталось. осталось чуть-чуть. Потихоньку
Посмотрим, как живет пацан. Двигается тоже по Хондам. Вот. То есть многие из нашего канала его смотрят. И мы тоже сейчас заедем в гости к Сереге. Нас выручает, много раз выручал. Как бы это пацан с нашей команды. Так что всем привет. Здесь. Получаем. Полными вагонами, золотыми погонами года дуют молодые ветра. Растает кто-то, скоро рассвет. Выхода нет, ключ поверни и полетели. Нужно писать в чью-то тетрадь, кровью как метрополитене. Выхода нет, выхода нет. Встречаемся снова, лишь в моем счастливом сне. Губы шепчут в тишине. Я снова скучала, я ждать обещала, Это же мост. Тётки, да? Хабаровский мост. Смотри, вон на Хабаровск уже. Вау. красное дно. Я обещаю одно, с тобой все решено. За что и снова Речка Амур. Вон речка какая, Амур. все равно с тобой все Красивая. решено. Она смотрела вокруг. Она тоже здоровая, капец какая, как Лена. Даже больше не. Короче, едем. Сережки в Хандари. На аэродромную 66. Болтается все. Так, поставь. Так, вот она Хандари. А, вот она у него. Заезд, оказывается. Вы приехали. Да, по-любому, вот он. Нихуя у него как тут узко заезд. Вон машинка, грузовичок, вон Сережкин автосервис. Это да? Да. Вот у нас здание. Сейчас где-нибудь парканемся. Ну вот сюда паркуйся прям. Да не, надо где? Сука. А вон Приусятина его походу стоит. Его, да? Ну. Вон Серегин Приус стоит. Вон, Сереги приехали. Здорово, братан. Привет, привет, привет. Ну, Как путь? контент Дорожка. будет. Хорошо доехали так, нормально, потихонечку. Ну, первый день что-то по Якутии тяжеловато ехали, а потом уже, ну, дорога получше стала. Это что, твой Приусятин? Нет, мой вон стоит А, 611. вот он, красавчик, да? Понятно. Ну все, показывай свой сервис. Сейчас будем рекламировать тебя. Пойдем, пойдем. Ну. Так. Ой.
Шнурки развязались еще у меня не вовремя. Так. А, у тебя сбоку вход здесь, да? Нифига. Ну-ну-ну. Здорово, пацаны. Ну-ну. Тут у тебя этот, что, крон делается? Нет, А, это Vista? Vista, да. Камбуш откуда веками Vista, S30, вот вчера мне тут канал показывал, то есть клиент сегодня все расходники нам привез, Ага. не хочет менять коленвал, не хочет шлифовать, то есть... Это всё. Андрюха, по-любому. По-любому, конечно. Здорово, Андрюха. Я тебя вижу, всегда смотрю. Так, мастеровые. Это кто? Это Алексей у нас. Лёха. 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 Да. Понятно. Нормально. Нифига она, да? Старенькая совсем. Вообще прям. Чё, эти нормальные? Гильзы-то. Хода нет, Хода нету? получается, на... Ну, есть выработка. Ну, короче, он решил По коленвалу коленвал тоже. поставить и все, да? Нет, тот же оставляет и все, и ничего не делает. Даже садуны не меняют. Да? Вообще ничего. Ничего, лучше пацан не заморачивается. Ну, Я ну. не знаю, для чего это. Ну, Ну, он не заморачивается. может, в рубашке родился, может, заведется и Я поедет. хер его знает, как он так. Завестись-то она поедет, заведется, ну, надолго ли. А, Смотри, тут все вообще в печальке просто. ну. Кардан. А, нифига. Давай. Ага. Радиатор, что? Да, его не Тоже держится, держится. даже вон. Ухо сломано, да? Ну, Конкретно. Че, хонг нету сегодня? сегодня нет, все. До 25 числа мы. Это там твоя каморка, да? Тайм-аут, это так, чисто раздевалка. Чай попить, да? Но Нормально. пока бардак, пока отопление не сделаем, будет бардак. У вас тут вообще убираться надо. Сначала надо сделать отопление, а потом уже будем варить стеллажи, все наверх, наверх. Там, короче, вообще под грузовики у вас, да, получается? Или, Да, или... ну вот здесь по диагонали заходит, сколько, Леха, 14 метров? Да? Сюда еще один подъемник, да? Подъемник поставить бы еще. 10 по диагонали заходит. Ну, у нас есть в планах потом туда подъемник, Но. конечно, второй поставить, но Понятно. пока мы подумали о том, что он нам не нужен. Ну. Круто. Все будет чистяк. Хорошо. Ну, короче, Серега мне кондей подогнал. Такой вот. Крутой. Wi-Fi. С Wi-Fi модулем, говорит, со всеми делами. Красавчик. Всеми наворотами. Мы тоже подарок с Якутска привез. Чем занимаемся, тем и делимся, да? Да. Нормально. С видеонаблюдением завязан, это с кондиционером. Да. Вообще жесть. Утром не было. Ну. Ну, с тобой разговаривали утром, когда это самое. Вообще не было. Ну. Ну, часа 2, наверное, начало. Вот он, Серегин Катапиллер. 78-й год, да? 77-й, 77-й? интернационал Канада. Интернационал Здесь Канада. в родной краске есть. Круто. Не красился вообще ничего. Короче, движок втыкай и все, и поехали, да? Поехал, спокойно. Круто. И что, сколько, лежит в складу у нас, ну, задний. сколько он уже тут так стоит? 2 года, наверное, как повесили 2 года назад. Красава. Так и висит. Так и не красили вот так вот? Нет, все как есть. Мы еще хотели подсветку туда, получается, пришаманить, чтобы Но. там силуэт человека был из труб, чтобы дым шел, короче. Вот такие были задумки, но все как-то времени нету. Чтобы фары светились. Вот такие вот. Вообще приколы. прикольно было бы, да? Было бы прикольно, но... Базара нет. Да, классно тут у тебя вообще. Ну, едем с Серегой Хандари. Магазинчик на Индустриальную. Покажет мне, где тут что мается у нас. Какой Хабаровск вообще. Магазинчики покажет. Короче, все. Выехали мы с Хабаровска в сторону Владивостока. Короче, ехать 700, уже 715 километров. Так что, вот, в ночь без машин, с нормальной погодой. Сейчас заправимся полным баком и поедем дальше. Да? Где-то надо заправиться. Заправки должны быть же.
сюда можно заехать, да? Это не там окно. Машин много слишком. Вон. Что такое? Понятно. Завод какой-то или что-то поселок какой-то прикольный. Ну, поселок какой-то. Смотри, как красиво, ё-моё. Это авторынок или что это? Не, просто, видать, работники или что? Это какая-то станция же, гидро, да? Ну, Станция. Вон, смотри, сколько воды много. Красиво. Такая природа уже красиво. Красота вот такая вот. Начинается уже Владивосток, немножечко рядом. Ну, 400 километров нам осталось доехать, и все. Природа уже вся вот такая красивая. Машинка хорошо себя ведет. Ту-ту-ту. Все нормально. Грязные маленько. Ну, приедем во Владик, там отмоемся. В принципе, ничего не обклеивал. Спокойно еду потихонечку и все. Не тороплюсь никуда. Мухобойка слетела у нас возле Якутска. Еще 50 километров отъехали, мухобойку потеряли. Сейчас приеду во Владик, мухобойчику купим новую, поставлю. А так нормально все, хорошо летим. Природа тут вообще, дай, Ислам, красиво, да, скажи? Смотри, как в Уссурийске, помнишь, служили, да? свежий воздух. Да. Свежий воздух вот это, да? Ну, точно так же, вот как в Уссурийске служили. Да. Вот тут все то же самое. В В части выходишь, такой, Да. Не, прикольно было, я помню вообще времена такие. Нормально. Наконец-то погодка хорошая. Едем. Уже до Владивостока у нас 450 километров. Природа вообще кайфовая просто, все зеленое, поля, луга, горы вон такие. Вообще. О, КамАЗ с военными поехал. Военные едут, военные. Четко, да? Дорога широкая, классная вообще. Ты что, Так, катим, где дела вообще? катим. Отмыли машину после долгой дороги. Так. Вот к Андрюхе заехал в гости. По ютубу познакомились. Нормальный парень. Молодец. Всем привет. Да, вообще. Наконец-то мы к тебе приехали. Ёлки-палки, как красиво. Центр где-то там. Добрались до Владивостока. Едем, вот такой поток. Просто жесть. Как тут ездить, хрен его знает вообще. Ничего не понятно. Так красиво, конечно. Это кто? МЧС или что это? Нет. Морфлот. Морфлот. Что машина? 55 это, блядь, что-то дорого, по-моему. Toyota какая-то. Ну,
А, за все? Ну, четко. Прикольно. Блин, как красиво, а? Офигеть. Воздух, да, четкий? Такой. Ну, свежий. Люди гуляют. По-любому, сука, акулы плавают, да? Не, здесь нету. А вон там могут быть. Вон он, Владивосток. Красота. Гуляем по набережной. Вода вообще чистая. Дно видно вообще. Четко, да? Да, это эти прогулочные. Бабки платишь и поехали. Четыре? Не знаю. Там тоже, видишь, все есть. Аттракционы, бары, всякая хрень, канитель, короче. Там много чего есть. Смотри, какая креста заряженная. Бодренькая, да? На тонере. Рыжики, смотри, у них тачки гниют. Что влага большая? Да. У нас-то тачки не гниют, а у них гниют. Шоу вообще прикольно. А? Да, движение тут жесть, конечно, вообще. Привыкнуть никак не могу. По 2 ГИСу едем. Вот приехал к своим ребятам, учителям. Так вот у них по красоте здесь. Долго меня тут не было. Ну, пойдем, познакомимся. Вон, пачки лития лежат, валяются. Блоки от Хонды. Литионки выброшенные. Вот так вот пацаны дербанят. Это что у нас такое? Wildfire? Точно, Wildfire. Вот батареечка Wildfire вот такая. Санька там работает. Что у него, братан? Батарейки Бат- Да? А что, утопленник, что ли? Нет, просто от времени Ага. потихонечку домой всегда. Ну, от времени батарейки может только хана прийти. А так что? Провод. Бустеры добавляют. Бустеры тоже? Нифига. Здорово, Румка. Весело. Тоже занимаемся, да? А ими что делаете? Модификация. А? Модификация. Модификация.
Прошивки, да? Чип-тюнинг. Вот Владивосток. Такая машинка приехала. Toyota Aqua. Вот так вот. Такие машины тут бывают, ржавенькие все. Ну а так, классика жанра. Инвертор пустой. Инвертор походу греется. Сейчас ошибку, Саня, по-любому 100% ошибка будет, да? Поэтому, по инвертору. Она есть. По нагреву. Есть, да? Ну, вон. Помпа двигателя. Engine, water pump, ну. Надо антифриз долить, посмотреть. А почему она уходит? Почему она ушла? Куда она делась? Но Где-то. может- антифриз? Ну, Ну, его, может, просто не было, потому что они его не доливали. может быть. Либо меняли, да? Ну, И не что-то долили. что-то делали. Ну. Помпа-то крутится. Чё, блин? Вон пацаны работают. Учителя мои. Гибридный лап. Отсюда пошла история нашего сервиса якутского. Проси, чтобы мама пригнала к нам машину мусор забрать. Его мама, что Вот такой вот Владивосток. Зеленый город, красивый. Машин много очень. Тачка довезла вообще великолепно. Все хорошо. Сейчас дела решим. Вот стекло поеду сейчас менять, вот этот вот скол. Есть у меня. Записался в автотрейд. Сказали, поменяют стекло по записи. Там что-то цена вопроса 8 или 10 рублей будет, короче. Замены совсем. Буду ставить китайское, а что делать? Это у меня оригинал стоит. Ну, видать, что-то жабой снимали или что, хозяева. Сдавали, видать, куда-то на ремонт. И, видать, там место такое неудобное есть. Короче, можно спокойно скол сделать и сломать это стекло. В общем, вот так вот. Поэтому, когда буду машину продавать, надо будет это видео показать человеку, что мало ли что. Как бы скажет, ой, у нас же так в Якутске. Машина сразу битая, еще что-нибудь, короче. Начинает говорить, типа, вот, стекло не оригинальное, значит машина билась вперед. Нет, ребята, бывают такие моменты, когда просто стекло лопается. Ну, может быть, какой-то камешек легко прилететь. Брать китайское стекло и вот оригинальное, да, оно в принципе такое же. Никакой разницы нету в китайском, в оригинальном, либо в оригинальном. То есть просто по качеству стекло, ну, может процентов там на 20 оно похуже, ну, это херня вообще, ни о чем. Ровно так же может прилететь в китайское стекло камешек, либо в оригинальное, разницы никакой в этом нет. Но разница в цене колоссальная. Поэтому я буду китайское ставить пока, а там посмотрим. Если машину, может, буду продавать, потом, может, куплю оригинал, да поставлю. Вот. А так нашел вот на свою марку. Тут нюансов много. Нюанс должен быть такой, что вот эта шелкография должна быть именно под радар. Также должен быть подогрев дворников обязательно. Вот. На китайском все это есть в стекле. А вот оригинал найти очень сложно с такой же шелкографией. Кузовов очень много. Есть от 60-ки, но без опции радара. Есть без подогрева, еще всякие разные есть. Поэтому я хочу, чтобы у меня все работало. Ну и бог с ним, что оно будет китайское. Вот так вот, как-то так. Бандиты, что ли, блядь? там побухали, кальянку курили. Все это домой перенесли, в городе были на кино. Да, и город, короче, там вообще все китайцы и все так хуйня были. Такие были, на видео. Давай. Ты знаешь, нам не в эту супу идти, А в какую?
Какую сукру нам надо? Нам в эту пойдем? А? Мы в эту пойдем? Там через 30 минут только будет свободно. Здесь? А? Ага. Ну, нам надо Харьковская улица 8, блядь. Ебать, это где? Ебать. Там налево пойдем. Там подожди, нет, нам направо надо будет. Мы сейчас идем, получается. Короче, гуляем по набережной. Тут уже танцевать можно. Ну. Уже на входе. Даже не на входе. Даже на въезде. Четко. Никаких потерь, просто наступает день. Время отложить нашу жизнь по местам. Время без забот. Вспоминай июль, 13-й год. Текай по берег закот. Пыльцы нарезаем, как кони ты слышишь. Время без забот. Среди белых скал наш секретный порог. В эту Одиссею. Со скорыми тут и набирай разгон. И волны факели, волны факели. День закрутил, упал. Никаких потерь, просто наступает век. Время разложить эту жизнь по местам. Волны факели. Ты улетел, держи. По-любому. Никаких потерь, просто наступает век. Время разложить Реально делает, да, вообще? Ну вот это вообще делает четко, да? без забот. Выпусти дракона, сверху всех огнем. Но дракона увлекли дети новых городов. Заварили эту кашу мы вдвоем и съедим вдвоем. Мы с тобой пока мы не найдем выход без лесов. Короче, распаковочка руля. Сейчас на тридцатник. Ислам себе взял руль, короче. Вот. Бля, как она Ты открывается? чё, елы-пал, ты чё сейчас порвешь её? Подожди, она как-то странно. Она, где-то. она нет, она снизу вот так открывается. Всё, всё, Да. Короче, вот. Вот такой руль. Кому надо, привезем, да? Можно Можно же? резко. С доставочкой. Вот это можно оторвать, короче. Это нам не надо. Вот так вот, короче. Руль косточка называется, да? Косточкой, короче, он. Еще, короче, подушку надо взять и пластик это по бокам. А так Ну-ка. хороший такой, Вообще да? тема, да? Приятно, Вот да, это- его смотреть? Вот это вообще приятно держать. М. Вот сюда такую же теперь надо тебе подушку. Подушку Я думал, надо, он да. вообще в сборе идет. Не, надо подушку со строчкой купить с белой. Ага. Вот эти черный пластик, вот это тоже М. под этот. Ну-ну-ну. косточку, и все. И Ну. рулить, короче. Ну, можно собрать такой руль, да? Сколько Да. вот он, ну, как бы это. Сейчас посмотрим, да, что прикинем, что будет. Ну да. Ну, А грубо. так, Беги, оценитель, тупакай, беги, покупай себе кроссы Nike. Всё, поехали по Владику. Не судите строго, я ведь глупый, молодой и дикий. Не, я не хулиган, дурные мысли выкинь. Если услышишь крики, не волнуйся, леди, прикинь. Это мои братья где-то Чё, душат летим? на кого-то сильно. набережную, Ой, да? жестко, похоже, не бойся, не страшно. Утренних стержень, крепко броня. На себе держи дух мой, охраняй. Без сомнений, вселенная Да, походу, любит меня. да, можно, Как по-моему? проповедь, эти слова повторяй. Знаю, Вавилон слеп, конечно, тьма. Я немного здесь зажег свет, горе от ума. Когда понимаешь все, что не можешь изменить. Двигался, как устроен, Чё, на русском был? как обобряли жизнь. Да? Каждый Ладно, хочет далеко ехать? получать Не, на русском везёт. меня были. Пусть Не были? Новый Всё, год мы уже стебанем? будет хороший Нет, год. это далеко. А больше удачи Да? нам поменьше делать, там никого забот. нет. Рассеются тучи, откроет небосвод. Мы верим в себя, сильный дух наш не сломить. Завтра поедем. Времена приходят, и Захотелось уходит всё. поехать. Запомни имена наши, запомни, мы не сдались. Все еще плывем, по району быстро помаячим, река да и всё, несёт. Эй, йоу. Тарас горится в наш. у меня любовь летает. Ну, куда нам? Налево, что ли? Когда смутит траблы, дома сплошной проблем. Диабло, секрет румы полы.
знала даже твоего имени. А ты рыдаешь от дикой боли. Влюбленный волк воли больше не волен. Она вернется, она еще тебе заменяет солнце. Один лишь звонок и ты в рою Арбат. Тарелочный офис, таким как Ирак, с ней все циклично. Ну, отчаливаем домой потихонечку. Такая у нас гостинка была хорошая. Гостиница Нептуния. Ну, такой номер, в принципе, нормальный. Все есть. Так, поспать, отдохнуть, хотя бы что-то есть. Самое главное, это поспать, отдохнуть и все. Вот. Сейчас закачаем музончика. И попрем назад в Якутию. Дела все свои сделали. Купил я одну батареечку. Что еще? Купил запчасти кое-какие к Приусу. Ну, в общем, дела кое-какие решил. Анализатор свой прокачал. Ну и все, домой еду. Все, выезжаем с Владика. Все дела свои приделали, маленько запчастей купили. Так, по мелочи. Дела решили. Маленько отдохнули. Из города даже уезжать не хочется, если честно. Какая красота, да? Так, снимай. Снимай даже. Там батарейки. Такая вот Стелла, Москва, Владивосток. Это у нас Новобурейск. Мошек пана пролетала. Вот приехали в родную Якутию. Вот такая у нас красивая. Красивые места. Это у нас уже до Тынды не доезжая. Такая вот, такое место есть красивое. Там вон медведи где-то ходят по-любому. Тайга. Красота вообще. Наконец-то мы дома. Ё-моё. Скоро нас довезет машинка моя. Преодолела путь почти в 6000 километров. Даже больше. Ну, еще не преодолела, но уже почти. В общем, такое место шикарно, красивое, просто реально. Нам еще ехать и ехать вон в ту сторону. Далеко туда надо ехать, короче. Твоя бородатый по-якутски базар. Место, конечно, бомбовое. Закону страсти, не обнаружив нападки в архиве аргумент, пожелал пути счастливого он элемент. Валим, 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 валим на крауне. Едем, 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 едем мы по стране. 1000 километров сзади вдалеке.
приехали в кафешку, заехали попить. Сейчас купим и дальше поедем. Это уже у нас Якутия. Двинули на Нерюнгри. Да, нормально на хорьке катишься. Красота вообще. Машина хорошо себя показывает. Мягенько идет вообще. Четко. Загрузились мы всяким хламом, короче. Вот мне Сережка Honda RUK кондиционер подарил. Кондерами тоже занимается еще. Поэтому подарил мне в конде. Я ему систему видеонаблюдения подогнал. Ну а так что, запчасти, батарейки, анализатор, все там у меня, все везем. Веников купили, мед взяли, короче, по пути. В общем, нормально едем, красиво. Скоро дома будем. Устал уже маленько от дороги, конечно, хочется просто приехать, спать лечь. Завершается наше путешествие. Пересекли Чекацы, заправились. Ну и поехали уже на паромы на нижних местях. На этом наше путешествие завершается. В принципе, доехали мы за 3 суток почти, да? Или 2? Трое, ну почти 2,5, короче. 2,5 суток мы добрались. Приключений было вообще дофига, конечно. Вот дома приехали, наконец-то. Ой, красота. Ребята, всем привет. Приехал я с Владивостока, привез немножко запчастей. Взял форсунки Визеля Джейды. Вот, немножко есть. Это у нас оригинальные форсунки. Вот в таком пакетике они идут. Это тоже хорошего качества, тайванские форсунки. Хорошо себя зарекомендовали. Ребята в гибрид-центре говорят, нормально работают, все хорошо, ставят они. Вот, также купил вот такие катушки зажигания. Это у нас на Prius 30, 2ZR FXE. Ну, на Prius, на Vox, Nohi, все вот эти модели, короче, CT200. Везде подойдет. Также взял рампу с форсунками подменными. Но это я не на продажу взял, а в большей степени диагностировать автомобили, чтобы у меня всегда был такой комплект, куда, ну, подсунуть, чтобы можно было за место нерабочего что-то. Вот. Ну, продаваться тоже будет, но как бы это, если надобность нужна будет, вот так вот. Если у человека не будет этих деталей, либо еще что-то. Вот. Я себе всегда купить смогу, в принципе. Также взял демпферные диски, 2 штуки. Это у нас на Prius. Тоже 2ZR FXE. Вот такие демпфера. 2 новых есть у меня. Если что, будем менять. Немножко корзин взял для фитов.
Что еще? Ну, в общем, запчасти мало-помалу есть. Взял вот такие вот тоже прокладочки на Хонды. Это у нас на Хонды, на ЕГР, на впускной коллектор. Кому надо будет делать теперь регулировку клапанов, то есть вот приезжайте, детали есть, все. Так что в принципе мы сейчас можем делать все. Батарейку купил контрактную, хорошую. Вот. Это у нас 90 плюс контракт от Приуса. 20-го Приуса, но они самые живучие, эти элементы. Вторая у меня тоже вот от тридцатника есть, 90% плюс. Здесь вот весь пакет документов уже к ней готовый. Это у нас хорошая батарейка, идеально ровная, вот она. 0,12 разбег всего, тоже продается. Цена вот этой батарейки у нас будет где-то 150 тысяч рублей. Вот это тоже 150 тысяч рублей контракт. Он проверенный уже, все, его только ставь, гарантия, все, проблем нету. Ну, также немножко батареечек есть у меня на ремонтных. Могу собрать 40% вот из этих элементов, что-то могу собрать, подкидыш какой-нибудь, чтобы можно было поездить. Вот. Ну, подменную батарею в смысле. Можно собрать. 40%, в принципе, на ней можно ездить без ошибки просто. Тоже там цена вопрос там недорого будет. Вот. Ну, а так, в принципе, масла, фильтра, все есть у нас. Тоже можно масла менять. Масла у меня еще 0,20 хватает. Масло в АТФ DV1 в роботизированной Хонды есть. Тоже можно менять. В общем, по расходникам всего пока хватает. Вот такие новости. Вот такой анализатор привез. Уже модернизированный. Теперь он сам ток у меня подкручивает сам. Всегда держит его в 5 амперах. И капельным путем он у меня умеет заряжать батарейку. Для чего это нужно? Это он сейчас в щадящем режиме начал давать заряд. Не так, как раньше. То есть раньше постоянно надо было самому регулировку, вот этот диммер подкручивать. А сейчас он автоматически держит всегда в 5 амперах. В общем, ребята мне доработали его. Релюшку поставили. Программу обновил. Вот. Сейчас надо вот зарядить батареечку. Просто нажимаем пуск. И все. Он у меня в течение 5 ампер держит всегда этот ток. Сейчас диммер потихоньку сам подкручивается в автоматическом режиме. Таким образом батареечка заряжается. Также можно давать разряд батарейки тоже. В общем, крутой анализатор стал вообще, модернизированный просто. Не тупит ничего. Четко работает. Вот. В пределах 5 ампер сейчас выставить ток и будет заряжать. И релюшка перестанет щелкать. Вот набирает ток уже 175. Хоп-хоп-хоп, пошел сам добавлять токи автоматикой. Вот, все, релюшка перестала щелкать. Вот набирает на 5 ампер. Сейчас больше чуть-чуть сделать, потом выровняется. Хоп-хоп-хоп. Убавил. Прибавил. Сколько надо. Вот так работает эта тема. Короче, не зря я съездил во Владивосток. Теперь работа будет еще легче и качественнее.